Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха, приближается конец года по хиджри календарю, по исламскому календарю. 12-й месяц по исламскому календарю, месяц Зуль-Хиджа. Всевышний Аллах в Коране сообщает нам следующую весть. Ауду биллахи мин шайтана раджим. Инна айддата шухури айнда Аллахи ithna гашара шахран фи китабиллахи йома халака ас-самавати валь арда ва минхум арбаатун хурумун. Иля аяти ахри. Поистине число месяцев перед Всевышним Аллахом 12. И 4 месяца из этих 12 являются месяцами харам, запретными месяцами. 3 месяца харам, месяцы запретные, которые идут подряд. Это месяц Зуль-Каада, Зуль-Хиджа и Мухаррам. Месяц Зуль-Хиджа как раз таки является последним месяцем по исламскому календарю и является заключительным месяцем. Также месяц Зуль-Хиджа является обладателем хаджа, как мы узнаем и по названию месяца Зуль-Хиджа. Месяц Зуль-Каада, Зуль-Хиджа – это время хаджа. То есть в месяц Зуль-Каада многие мусульмане начинают готовиться к хаджу. Начинают действия, приготовления и начинают совершать поклонения, которые связаны с хаджем. И месяц Зуль-Хиджа, как раз таки начало месяца Зуль-Хиджа, ознаменовано поклонениями, которые есть во время хаджа. Альхамдулилля, мы приближаемся к этому времени. Пусть Всевышний Аллах поможет хаджиям, паломникам совершить все поклонения достойным образом и достичь довольства Всевышнего Аллаха. Также это время ознаменовано еще одним поклонением, которое совершается всеми мусульманами по всей земле. Это курбан, то есть жертвоприношение. Как раз таки месяц Зуль-Хиджа также ознаменован действиями курбан, поклонением курбан. 10 числа месяца Зуль-Хиджа, когда заканчиваются все основные действия хаджа, все мусульмане по всему миру приступают к празднику Гайд-аль-Адха, то есть Курбан-Байрам. И после совершения праздничного намаза все мусульмане по всему миру начинают совершать жертвоприношение курбан. Жертвоприношение курбан, которое является сунной еще и Ибрахима, алейхиссалям. Начиная с пророка Ибрахима, курбан, жертвоприношение, для всех мусульман является одним из видов поклонений. Во время пророка Ибрахима, алейхиссалям, когда Аллах субханаху ва тааля повелел Ибрахиму, алейхиссалям, принести в жертву своего сына Исмаиля, алейхиссалям. Однако после того, как увидев богобоязненность пророка Ибрахима, заменил Исмаиля, алейхиссалям, барашком из рая. И после этого времени для всех мусульман во время курбана является обязательным, то есть ваджиб, принести в жертву либо барашка, либо козу, либо также можно принести в жертву корову, бычка, либо верблюда. Что же касается курбана, здесь надо уточнить, то, что курбан от одного человека приносится либо барашек, либо коза, которые достигли годовалого возраста. Если барашек, либо овца будет упитанной, однако которая не достигла еще 1 года, но уже старше 6 месяцев, таких животных тоже разрешается приносить в жертву. Но что касается козы, здесь уже минимальный возраст является именно 1 год. Что же касается бычков, коров, здесь минимальный возраст – это 2 года. Что же касается верблюда, здесь минимальный возраст – это 5 лет. Аллах субханаху ва тааля даровал нам такую возможность, что мы можем принести в жертву корову, бычка, либо верблюда до 7 человек. То есть в это жертвоприношение могут включиться до 7 человек. Однако стоит помнить то, что каждый человек в этот момент должен подразумевать совершение курбана. И с этим намерением включиться в это жертвоприношение. Аллах субханаху ва тааля даровал нам возможность совершить курбан и приблизиться к себе. Ведь слово курбан является однокоренным словом от слова куруб, либо кариб, то есть означает приближение, близкий, то есть приближение ко Всевышнему Аллаху. Этим видом поклонения мы приближаемся ко Всевышнему Аллаху. Мы можем достичь довольства Всевышнего Аллаха. Для кого же обязательным является курбан? Курбан является обязательным для тех людей, у которых есть нисаб,
которые могут продолжить обеспечивать свою семью и помимо этого еще и совершить курбан. Помимо этого совершить обязательное поклонение, которое даровано нам Всевышним Аллахом. Ведь Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, лан таналлюль бирра хатта тунфику мимма тухиббун». Не будет принято ни одно из ваших благих деяний, не будет принят ваш курбан, не будут приняты ваши молитвы, пока вы не пожертвуете то, что вам дорого. Ваше время, ваше имущество, то, что вам так дорого. Только когда вы пожертвуете то, что является для вас дорогим, только после этого будет принято ваше поклонение, говорит Всевышний Аллах. Пусть Всевышний Аллах поможет нам совершить курбан, совершить эти благие деяния и тем самым поможет приблизиться к себе, поможет достичь своего удовольствия. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.